Ровно 105 лет назад по инициативе выдающихся сыновей Калмыкии, ученого Намто Ачирова и буддийского монаха Бадмы Бабаева в свет вышла первая в истории газета на калмыцком языке «Айратские известия». На сегодняшний день преемница «Известий» национальная газета «Хальми Кюнын» остается единственной в мире газетой, которая издается на калмыцком языке. Глава Калмыкии поздравил наших коллег. Вот что говорится в поздравлении. В историю Калмыкии навсегда вошли имена Ярослава Джамбинова, Басанга Даржиева, Александра Альдеева, Андрея Джимбиева, Давида Кугультинова, Галины Хичиевой и многих других ветеранов отрасли, заложивших традиции калмыцкой журналистики. И этим традициям достойно следует последующие поколения мастеров печатного слова, сохраняя калмыцкий язык и культуру, беспристрастно и объективно освещая новости региона и страны. Сегодня, когда как никогда важно защищать правду, бороться с фейками, журналистика приобретает особое значение. Именно грамотные, любящие свое дело журналисты способны формировать критическое мышление у читателя. Уважаемые журналисты и ветераны отрасли, благодарю за ваш труд, желаю легкого пера, реализации творческих проектов, неизменного интереса и любви читателей. С Днем калмыцкой печати. Конец цитаты. И в продолжение темы в этот праздничный день в зале заседания правительства состоялось большое торжественное мероприятие, посвященное Дню калмыцкой печати. Руководители министерств и ведомств, представители творческих и общественных организаций пришли поздравить журналистское сообщество республики, вспомнить имена ветеранов прессы и обозначить дальнейшие перспективы развития информационного общества региона. В условиях быстро меняющегося мира печатные издания, они понятны сельским жителям, и их надо сохранять. Да, мы печатаем газеты за пределами республики, но при этом мы тоже думаем, как же сохранить печатное дело в республике. Сегодня в рядах печатных изданий, интернет-изданий, да любых, кто работает на печатном рынке, вообще на рынке слова, на рынке журналистики, есть представители разных поколений. Есть те, кто постарше, которые учат тех, кто помоложе. Невозможно просто быть грамотным. Надо при этом еще ориентироваться, как писать в национальной республике, как писать о самом сложном по-простому, как относиться с уважением ко всему, что происходит в нашей маленькой республике, как глобальные проблемы мира и вызовы, с которыми сталкивается наша республика, изложить очень грамотно и понятно любому жителю даже самого маленького населенного пункта. Как неоднократно подчеркнули гости мероприятия, сейчас, когда онлайн-издания доминируют в информационной среде, важно не забывать о печатных, ведь они сохраняют калмыцкий язык и вместе с тем калмыцкую культуру. Особыми наградами в рамках торжественного события были награждены редактора и журналисты республиканских изданий. И что особенно уникально, не так давно учрежденное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» получила наша землячка, калмыцкий журналист. За свой большой вклад в региональную журналистику почетного звания была удостоена главный редактор газеты «Приморские известия» Любовь Головкова. Я очень счастлива получить эту высшую журналистскую награду, что вот таким вниманием оценили мой скромный труд районного газетчика. Видно было, предвидено свыше, что я стала тем, кем стала. Сразу после школы я пришла в редакцию газеты «Приморские известия». И вот уже 6 октября в этом году исполнилось 50 лет, как я в печати, но среди них 5 лет я училась на журналистике. Поэтому в газете я работаю всего 45 лет.